Вопрос, вот, школа, там вот это, сколько объектов будут достроены, которые вот это у вас в геймплане запланированные вот это объекты? Школа, детский сад, вы знаете, достроена, школа функционирует, детский сад тоже готов, но в связи с тем, что сама процедура оформления документов, Госстройнадзор, потом Ростехнадзор, потом санэпидемстанция, потом администрация района, сейчас документы находятся в стадии оформления. Детский садик запустят после того, как все документы будут подписаны. Официально в собственность Уфимского района упадет как объект муниципальной собственности. Только после этого откроется титул финансирования того же самого детского садика. Потому что детей надо что делать с самого начала? Кормить. Да? Если в школе на сегодняшний день дети могут, так сказать, сухим пайком обойтись на некоторое время, то в детском садике малыши, когда приходят с первого дня, они должны сразу получить горячее питание. Кашу, компот, фрукты и все остальное. Поэтому процесс, процедура, он, к сожалению, очень большому сожалению, к нашему, он такой немножко затянут. Жуково, когда запланировано вот строительство детского сада? Проектирование детского садика в Жуково уже ведется. Проектирование детского садика и школы в Дорогино ведется. То есть будет, да? Проектирование пожарного депо в Шамонино завершилось. Подрядчик определен. В ближайшее время начнем пожарное депо в Шамонино строить. А вот эта дорога, вот это в Шамонино там? Сейчас дойдут до дорог. Амбулатория, то есть поликлиника на 100 мест, тоже в данный момент проектирование завершено. Ждем положительного заключения. С января-февраля начнем строить амбулаторию. То есть маленькая поликлиника. Шамонино, да. Что касается школы Жукова, очень много вопросов было. Значит, генпланом мы предусмотрели и школу, и социально-культурный центр. Все это есть. Но в данный момент в существующем поселке Жукова, который находится в 500 метрах ниже, да, южнее, уже есть школа. И у нее емкость еще порядка 50-70 детей она сможет принять спокойно, без дополнительных нагрузок. И какой сейчас смысл при заселении 20 семей? Смысл сейчас бегом строить школу, ну, пока на сегодняшний день мы не видим. Но и с другой стороны, вы поймите правильно, все-таки целесообразность, наверное, не только Виталий Валерьевич определяет, да? Он исполнитель. Мы даем документы и говорим, вот прогнозируем заселение, допустим, в Шамонино, мы прогнозируем, что в следующем году к 300 семей, что уже живут, добавится еще порядка 600. Но все равно в следующем году до конца он не будет заселен. Наверняка семей 150-200 уйдет еще на 2012 год. Соответственно, исходя из этого, мы считаем потребность, в какой период времени появятся дети в садике, появятся дети в школе, и когда необходима та же самая, ну, просто говоря, амбулатория, да, чтобы ездить, обслуживаться, получать качественные услуги, ну, соответственно, все вместе взятое. Дорогинская школа, она назрела, потому что местных мощностей школ нету. Наоборот, там школа находится в таком тяжелом аварийном состоянии, местная Дорогинская. И поэтому Уфимский район вместе с нами, так сказать, усиленно прорабатывает вопрос о скорейшем начале строительства этой школы. Школа, детский садик будут строиться вместе, в одном прямо месте, как говорится, Дорогино. Да. И в Жуково тоже дали добро на проектирование детского садика на 160 мест. По дорогам, значит, если бы мы сразу пошли с вами вариант строительства дорог в асфальтовом исполнении, тогда бы каждый из вас столкнулся с одной большой проблемой. Пересечка асфальтированной дороги. На сегодняшний день коммуникации в Шамонино провели всего 600-650 семей. Да. А еще 500 семей не провели. Если бы асфальт уже лежал, пришлось бы резать асфальт, восстанавливать полотно, это уже было бы, ну, гораздо дороже, вы сами понимаете. Да? Все-таки мы считаем не только деньги, так сказать, бюджетные, но и в том числе деньги участников программы. Вы просто сопоставьте. Одно дело пересечь дорогу в ПГСе, то есть досыпать 2 машины после пересечки. Другое дело еще щебенку, асфальт. А это большие деньги на сегодняшний день. А вот когда вот планируется? На следующий год мы заявку подаем, да. То есть асфальтовый или как? Асфальт. Щебень, асфальт. Единственное, что мы, конечно, решение не от нас будет зависеть, когда деньги выделят. Планируем где-то, ну, на июль-август. То есть дадим людям еще вот до этого времени максимально пересечься. А вот эта объездная дорога? Объездная дорога, по сути своей, она должна была быть уже в этом году. Там мост построили вроде. Мост построили, но это вопрос, наверное, не ко мне, потому что он в проект самого Шамонино не входит, это уже вне проекта. Вне проекта, да. Чтобы там когда завершится, да, когда, я не могу пока сказать вам, к сожалению.